Здравствуйте, ребят! На первом нашем занятии мы с вами говорили о том, что физики изучают различные физические явления. Ну и называя основные явления, давайте вспомним, что это за явления. Это механические, тепловые, электрические, магнитные, световые и звуковые явления. Неспроста механические явления у нас стояли на первом месте. Действительно, движение, механические явления, это явления, связанные с движением. Да, неспроста движение является неотъемлемой частью существования материи. Все в мире постоянно движется, начиная с молекул и атомов. Мы с вами движемся, планеты, звезды, галактики двигаются. Больше того, по современным оценкам, вся наша Вселенная тоже постоянно расширяется. То есть все объекты Вселенной постоянно удаляются друг от друга. Так что же такое движение? Вот давайте сегодня об этом с вами поговорим. Тема сегодняшнего занятия – механическое движение. Итак, механическим движением называют изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени. То есть два ключевых слова – пространство и время. То есть получается, что стоит изменить, я передвинулся немножко по отношению к доске, произошло какое-то движение, то есть мое положение в пространстве изменилось. И во времени, сами того не ощущая, скажем, в течение 10 минут урока мы с вами передвинемся во времени на 10 минут, повзрослеем, постареем и так далее. Да? То есть это тоже, это тоже факт. Так вот, как физики изучают движение? Что для этого необходимо? Ну, во-первых, с точки зрения математики легче всего описать движение точки. И поэтому у физиков много таких всяких удобных идеализаций, и одна из них – это так называемая материальная точка. Да, зачастую нам приходится рассматривать движение самых разнообразных тел. Больших, маленьких, разные формы, круглые, квадратные, прямоугольные. Но нам удобнее писать движение точки. Так вот, что такое материальная точка? Это тело, размерами которого можно пренебречь в данных условиях. Например, скажем, если я стою в классе перед вами, мой рост где-то порядка 1,70 м, 1,80 м, да, и, соответственно, размеры класса 4 на 5. То есть в данном случае по отношению к вам я не являюсь материальной точкой. Но если, скажем, вы сидите на стадионе, и наблюдаете, как спортсмены там бегают, я, допустим, в числе этих спортсменов бегаю по стадиону, то по отношению к вам я уже буду материальной точкой. Когда вы производите посадку на самолет, самолет по отношению к вам огромное тело, поэтому это никакая не материальная точка. Но когда мы наблюдаем за движением самолета, когда он летит на высоте нескольких километров, он действительно и смотрится как точка, и он будет считаться материальной точкой. Это понятно, да? И еще один момент такой. Даже бывает в том случае, скажем, автомобиль, он двигается, скажем, прямолинейно, мы говорим, поступательно двигается. При таком движении, при поступательном движении, все его точки двигаются одинаково. Поэтому нет необходимости описывать движение каждой точки. Поэтому что? Мы тоже можем принять этот автомобиль за материальную точку и описать движение одной этой самой точки. Все другие будут двигаться точно по таким же траекториям. Так, поехали дальше. Следующий момент. Уже названо было мной, траектория. Траектория. Что это за термин такой? Что это за понятие такое? Дело в том, что траекторией физики называют линию, по которой двигается тело. Скажем, падающий камень. Траектория там будет просто что? Прямая линия. Но если я этот камень брошу под углом к горизонту, то, соответственно, он уже полетит по некой кривой, которая называется парабола. Но если, скажем, движение кончиков стрелок, часов, они будут двигаться по окружности, это уже траектория будет окружность. Планеты Солнечной системы двигаются по эллиптическим траекториям. То есть траектория – это некая линия, вдоль которой двигается тело. Это просто такой математический термин. А уже следующий, это уже будут физические величины. Скажем, путь и перемещение. Представим себе, скажем, какое-то озеро. И, соответственно, группа туристов вышла из точки А, пошла сначала в одном направлении до точки Б, потом сюда пошла до точки С, и потом сюда переместилась, до точки Д. То есть, движение должно быть по некой ломаной линии, это 3 отрезка каких-то прямых. Так вот, полностью длина этой траектории, это будет пройденный путь. Пройденный путь это уже физическая величина, это, соответственно, он соответствует длине траектории.
Но дело в том, что если рассмотреть, скажем, если я не видел, как двигалась эта группа туристов, значит, да, я просто знаю, что они вышли из точки А, пришли в точку Д. Вот этот вот вектор, соединяющий начальное и конечное положение, это уже будет перемещение тела. То есть группа переместилась из точки А в точку Д. Так вот, длина пути принято обозначать буквой L, это пройденный путь. Ну а перемещение обычно обозначается буквой S. Ребята, обратите внимание, значит, да, что длина пути величина скалярная, а перемещение величина векторная. Значит, на предыдущих занятиях мы с вами об этом говорили, да, что скалярные величины имеют только какое-то численное значение. А вот перемещение, что оно имеет еще и направление. Ну, надо сказать, что перемещение это более емкая характеристика. Вот, скажем, если я знаю, что человек вышел, скажем, из подъезда и переместился на такое-то расстояние, я совершенно четко найду, где будет этот человек, потому что перемещение подразумевает направленный какой-то отрезок. А если мне скажут, что, скажем, мальчик вышел из дома, значит, да, и прошел такой-то путь, скажем, 3 километра, мне очень проблематично будет найти мальчика, потому что он мог двигаться как угодно. И длина всей этой траектории будет 3 километра. Ясно, да? То есть более информативной является именно перемещение. Перемещение – это вектор, соединяющий начальное и конечное положение. Так, ну и, ребята, последний момент, значит, пожалуй, даже самый важный в этом. Вот уже в самом определении мы говорили, что движение – это что? Изменение положения тела в пространстве относительно других тел. Очень важная фраза. То есть получается, что когда мы говорим о каком-то движении, мы обычно обязательно должны указывать, а по отношению к каким телам это движение происходит. Ну вот представьте себе, значит, да, вот у меня в руках, значит, маркер, да. Вот если я перемещаюсь, скажите, а маркер перемещается или нет? Ну, многие скажут, что нет, как же он перемещается, значит, да, он у вас в руках, он находится в покое. Но по отношению к вам же, значит, по отношению к зрителям, по отношению к тем, кто находится в классе, значит, да, маркер тоже изменил свое положение. Поэтому что, возникает вот такое какое-то противоречие. А никакого противоречия нет. Просто что получается? Если я рассматриваю движение маркера по отношению ко мне, никакого движения не происходит. То есть взаимное положение маркера и меня не меняется. Но по отношению, скажем, к классу, к доске, значит, к полу, к проезжающему автомобилю, маркер тоже перемещается. Поэтому, чтобы не было путаницы, физики вводят так называемую систему отсчета. Ну, условно говоря, можно будет вот так ее сокращенно, значит, СО, система отсчета. Что включает в себя система отсчета? Ну, это какая-то точка отсчета, то, от чего отмеряется, значит, движение. Ну, скажем, это остановка, значит, да, или аэропорт Нур-Султана, значит, да, пусть это будет точка отсчета. Дальше. Она включает в себя какую-то систему координат. Ну, вы в математике уже знаете, какие бывают системы координат. Ну, скажем, координатная прямая, да, координатная прямая, скажем, ось какая-то x, на которой отмечается начало, вот это будет точка отсчета, ну и выбирается там какой-то масштаб. Ну, в большей степени в 7 классе будем рассматривать движение прямолинейное, поэтому достаточно, что определить всего лишь одной координатой, ну, скажем, выбираем масштаб 2, там, 4 и так далее, 6, ну и так далее. Ну и, скажем, координата точки А будет что? 6, допустим, метров. То есть положение точки определяется всего лишь одной координатой. Если точка двигается на плоскости, то нам уже потребуется что? Декартова, как ее называют математики, система координат, где уже 2 оси и 2 координаты. То есть это уже более сложная система. И там положение точки определяется уже 2 координатами. Координатой x и координатой y. Так. Ну и, конечно, что? Значит, эта система отсчета должна включать какой-то секундомер, какой-то прибор для измерения времени. Иначе что? Мы же говорили с вами, что происходит изменение положения не только в пространстве и во времени. То есть подводим итоги. Система отсчета включает в себя точку отсчета, это какое-то или тело отсчета, от которого отмеряется движение, систему координат, удобную для вас, значит, да, либо координатная прямая, либо координатная плоскость, но там еще есть трехмерное пространство, значит, да, скажем, когда тело двигается в пространстве, добавляется еще третья ось Z, значит, да, и, соответственно, это уже 3 координатами определяется движение. Ну и, конечно, что? Прибор для измерения времени, секундомер. Так.
Ну, в принципе, на сегодня, наверное, все. То есть получается, что главное, что вы должны усвоить, что такое механическое движение, что такое траектория, что такое путь, что такое перемещение, материальная точка, ну и, наконец, система отчета. То есть, получается, любое движение, оно относительно. То есть, получается, о движении имеет смысл говорить тогда, когда мы указываем, по отношению к чему мы это движение рассматриваем. По отношению к разным системам отчета одно и то же движение может выглядеть совершенно по-разному. Вот, скажем, если вы двигаетесь в поезде движущемся, значит, да, вы проходите один путь по отношению к поезду, а по отношению, скажем, к перрону, на котором стоят пассажиры, значит, вы проходите совершенно другой путь. То есть, получается, и точно так же можно говорить о траектории. Траектория по отношению к одной системе отчета будет одна, по отношению к другой будет совершенно другая. То есть, любое движение, оно относительно. Благодарю за внимание, ребята. До свидания.